poceluches din kacer fjara hazig Yerelias duas hovis vina Seyeler muhus dina То, чего моя душа просила много лет, все родное. И вот мне приятно находиться среди таких же, как я. В этом, наверное, вся прелесть Ингушетии. Пусть где-то что-то у нас временами бывает, не совсем благополучно. Но можно же видеть хорошее, ведь хорошего тоже много. И нужно. Много, да. Ты уже давно здесь не была. Что тебе понравилось? Я была в восторге, честно говоря, от Магаса. Последний раз я была года 2 назад. За эти 2 года, я считаю, Магас изменился очень сильно. Он и строился красиво, и стал еще краше. И, конечно, я люблю здешний климат, природу, и родные лица. Я думаю, что ты все свои творческие способности попытаешься сегодня реализовать именно в Ингушетии. Даст Бог, конечно. Если что-то есть в моих силах, если что-то мне дано от Бога, что-то я смогла получить благодаря родителям, маме, я все это постараюсь реализовать. Айна, я знаю, столица у нас прекрасная, как само название города, да? Но твои первые концерты прошли в Назране, твоя первая публика, это молодежи и представители даже старшего поколения, просто были вот влюблены в твои песни. Назрань это мое детство, это мой первый успех, это огромный заряд любви, который я получила именно в этом городе первый раз. Это мой первый опыт как артистки, мой первый сольный концерт, первые мои яркие эмоции. Это моя родина. Это часть меня, Назрань. Конечно, я очень люблю этот город. Открытый искренний взгляд, прекрасный голос, репертуар, покоривший любителей песни разного возраста. Вот что, несомненно, способствовало успеху Айны с первого появления ее на сцене. Несомненно, она стала кумиром молодежи, привлекла на сцену новых исполнителей. Каждая ее песня находила своих слушателей. У нее был прирожденный талант, и это был путь к будущему признанию и к победе. В ней рано появилось желание петь и через песню дарить людям радость. Тем, что я занималась музыкой, я обязана педагогам, своей маме. Они дали первый толчок моим музыкальным силам. Они сумели зародить и укрепить мою любовь к музыке. Так говорила Айна Гитагазова. На пике популярности, уже будучи студенткой Государственного музыкального училища имени Гнесиных, Айна не выступает на концертных площадках Ингушетии. Ее песни не звучат на радио и телевидении, но вокруг ее имени много слухов. Интерес к ее творчеству также высок. Почти 9 лет Айна была вне сцены. После долгих лет расставания с ее родной Ингушетией Айна вернулась на родину. В моей жизни это было одновременно и, может быть, какой-то процесс взросления, в чем-то, может быть, испытание. Ну и, наверное, за эти 9 лет я стала взрослым человеком. Я стала больше осознавать, что я хочу в жизни, зачем я работаю, учусь. Можно сказать, что это были очень плодотворные и полезные 9 лет. Сегодня я уже другой человек, повзрослевший и точно, наверное, знающий, что мне в этой жизни нужно. Я могу точно сказать, за эти 9 лет интерес к певице Айне не угас. Он остался на таком же уровне. Но что входило в эти 9 лет? Это была учеба, а затем? Это была учеба, творчество, запись последнего моего альбома в 2004 году. А затем семья, дети и грандиозные планы на будущее. С популярной певицей Айной мы встретились в Назране. У нее прекрасные малыши Имран и Заур. Несмотря на то, что она не выступает на сцене, как и раньше живет музыкой, воплощает собой эталон элегантности, исполнительского мастерства. И еще она счастливая молодая женщина, у которой есть семья, это супруг и ее сыновья. Ты любишь маму?
любишь? Как тебя зовут? Как твоя фамилия? Беков. А отчество? Адамович. А сколько тебе лет? 1. Как 1? Сколько тебе лет? 2. 2 года. 2 года. А ему сколько? А это Зовут кто? А это кто? Зовут А кто он тебе? твой батя. А маму как зовут твою? Айна. А папу как зовут? Адам. Кажется, что Айна никогда и не уходила от нас. Ее песни были с нами. Ее визитная карточка до сих пор – это по-настоящему популярные песни «Башня», «Фярхазык» и другие. Они часто звучат, их любят. Последнее интервью Айны на телеканале «Ингушетия» было в эфире в 2002 году. Послушаем его. Айна. Юная и талантливая Айна, вступив в музыкальный мир, не просто привлекла внимание. Ее слушают, ее любят, ее ждут здесь, дома в Ингушетии. Как и у нас, в Узбекистане популярность Айне принесла участие в молодежной телевизионной программе «Ассолом Узбекистан». А затем Айна была трижды победительницей конкурса «Молодые таланты Узбекистана» по классу вокала. А за участие в конкурсе «Ташкент-2000» Айна была удостоена гран-при. Всякий раз, когда слушаешь песни Айны, невольно смолкаешь. Слова, мелодия, манера исполнения покоряют. И несовершенны, пленительны, созвучны со временем. Айна обрела в музыке свой голос. У нас любят петь, слушать. В песнях гор воспевалось мужество, благородство мужчин, верность, преданность любимой, да и, впрочем, в них была действительно жизнь народа. И поэтому песни Айны, будь то на слова ингушских поэтов, узбекская народная песня имеет своего слушателя, потому что в каждой из них частичка души юной исполнительницы. Айна, приняв приглашение, стала гостьей нашей студии в свой очередной приезд домой в родную Ингушетию. Я с удовольствием представляю вам лауреата фестиваля молодых звезд Узбекистана Айну Гитагазову. В общем-то, мне было бы приятнее представить тебя, Айну, как лауреата фестиваля молодых звезд Ингушетии. Ну, думаю, это будет в будущем. Обязательно, стараемся. Так уж сложилось у нас с вами, с тобой, традиции, что каждый твой приезд мы стараемся рассказать о тебе телезрителям, о твоих творческих планах, о том, чем ты занимаешься, вообще о чем думаешь, о чем мечтаешь. Я помню, когда мы получили этой школьнице Айны записи, вот, да. И как только их выдали на теле, они какое-то время как-то лежали, а вот потом одна за другой эти записи пошли, и вот последняя запись. Вот между ними что было для тебя, что было трудного, что было полезного для тебя? Последние твои вещи уже записаны там, в Узбекистане, здесь, в Ингушетии? Ну, трудности, естественно, были свои. Это с тем, что поначалу мне было тяжело работать на камеру, я стеснялась, наверное, как все начинающие. Вот. А, естественно, мне это очень многое дало, то, что опыт работы перед камерой, вообще на сцене, да, со зрителем. И, наверное, очень немаловажно то, что ты очень тщательно ведешь, вот я всегда это люблю подчеркивать, чтобы это приняли бы как-то те, кто работает у нас в филармонии, очень тщательно подходишь к подбору текста. Для меня очень важен смысл песни. Вообще, когда я слушаю не только свои, а песни любых других исполнителей, я придаю сама по себе очень большое значение текстам, смыслу песни. И, естественно, при выборе своего репертуара я тоже стараюсь выбрать те тексты, которые В душу затронула. Которые действительно, да, затронут душу и зрителя, и, конечно, мою. Ну вот перед тем, как вышел вот этот клип, ты представила сюда на суд наших телезрителей, были концерты, где ты исполнила песню «Айна». Я помню этот зал, как он, ну, буквально будем говорить так, буквально восторженно принял эту песню. Соответственно, был костюм, мы по телевидению пропагандировали его. Ну, вот, например, мы не ожидали, что такой шум вызовет этот клип, который вы сняли по мотивам вот этого, будем говорить, и книги, и фильма «Королек, птичка певчая». Да. Вот как шла работа над этим клипом, Айна? Почему именно Работа такая идея была? шла очень
я скажу активно. Идея вообще это зародилась очень давно. У режиссера, который снимал этот клип, мы работали с Узбекфильмом, а режиссер был немалоизвестный Али Маргашев там в Узбекистане. Вот. Он давно планировал снять клип по мотивам именно этого фильма «Король, птичка певчая» и говорил ей: давайте смотрим что-нибудь в этом стиле. Вот. И как раз мы я записала песню, включив мелодию из этого фильма, если вы помните. Да. И мы решили все-таки добить эту идею до конца. Но съемки проходили, не сказать, что совсем гладко. Легко не было, да? Легко не было. Обычно как? Долго вы работали над клипом? Очень долго, полгода работали, по идее, только 4 минутки, 3-4 минутки, но очень длительная работа. Ты училась в очень престижном высшем учебном заведении. В каком? Кто были твои педагоги? Я получила очень, слава богу, престижное образование музыкальное. Так же, как и в школе в Глиере, я училась в Ташкенте, и в Москве я отучилась в Гнесинке, получила диплом. По классу вокала я училась, когда поступила у художественного руководителя Гнесинки Хачатурова. Потом моим учителем был Рощин. Ты и училась, и выступала на различных концертах в Москве. Где это было, как тебя публика воспринимала? В Москве я выступала, и мы вели активную деятельность с ингушской диаспорой. Были организованы нашей молодежью очень много концертов. В общем-то, я чувствовала себя в той же стихии, что я была и здесь, но только мы уже переместились, наверное, в сторону Москвы. Мы работали там, общались между собой, было тоже очень хорошее отношение со стороны нашей публики в московской, ингушской публике. В общем-то, творчество мое не прекращалось, вплоть до, наверное, 2007 года, когда я уже получила диплом. А затем я уже вышла замуж и занималась семьей, да, и жила в Казахстане. Вот последний свой альбом, в том числе песня «Фяра Хазельк», «Ингушская башня», которые стали популярными в будущем, были записаны уже после того, как я перестала работать непосредственно в Ингушетии. Я думаю, именно в Москве? Это было записано в Москве, да. Также я сотрудничала со своими партнерами, которыми мы начинали работать в Узбекистане. Я записала этот альбом и думаю, что он получился неплохо. Везде звучала твоя песня, вот эта «Фяра Хазельк». Как она была создана? Она была создана в тандеме с моим любимым поэтом-песником, сегодня уже его нет с нами в живых, Саидом Чешкиевым. Саид Идрисович. Мы всегда очень хорошо понимали друг друга, но я думаю, что с таким человеком, как Саид Чешкиев, было трудно не найти общий язык. Как поэт-песенник, как вообще классик, как просто поэт, он был гениален, не побоюсь этого слова. И я просто горда, что имела возможность непосредственно общаться с этим человеком, жила с ним в одно время, и тем более, что я смогла спеть песню на его стихи. Я очень благодарна судьбе, что она меня свела с этим человеком. Тема как была задана? Кем? Тема была задана мной, мы с ним посовещались, как это лучше все преподнести. Я сказала примерно, что я хочу в итоге. И Саид Идрисович, конечно, уже дал мне в готовом виде стих на песню и внес свои поправки.
Получилось, я думаю, очень здорово. Мы с Саидом Идрисовичем написали еще несколько песен, и, в общем-то, после того, как мы с ним познакомились, еще на предыдущих альбомах, это был в основном единственный человек, практически, с которым мы вот так вот работали. Я просто рада тому, что есть люди, которым понравилось, пришлось по душе, да, то, что мы делаем. Я благодарна судьбе за Совсем юной девочкой стала петь народные песни. Ну откуда могло в тебе жить вот это чувство к своему народному? Я не могу понять. Певицы с опытом, уже работающие на сцене, очень долго работают над народными вещами. Как у тебя это произошло? Ну, я думаю, что, как сказал бы любой врач, наверное, это генетика. То, что родное, тому учить не надо. То, что в крови, наверное, это и не привьешь, и не отнимешь. Да, ну и вот она народная. Как она у тебя рождалась, эта песня? Я услышала ее в исполнении гармонистки, которая играла на свадьбе у моих родственников. Я в нее влюбилась, нашла аудиозапись, ее пели различные наши исполнительницы, и чеченские, и ингушские. Сделала все, чтобы ее выучить. И немножечко в своем стиле ее подала своему слушателю. Тогда на ингушском трудно было тебе это сделать? Тогда уже нет, но вот если сравнить с тем, что было в самом начале, то уже, наверное, я чуть-чуть немножечко научилась, да. Какая это песня была? Алла, сука. Sana حولي زسونا على الحياة سوق صحينا يزا سوتي بتقوي تخور سوقو زخلتشي دائما حسرتش دي خرج مدارس نجح سؤال من يتبولش خلتشي مسك أنت هخترة خولرق مفرس يري اللي يازدو أصحابي زفينا سيلر مغوص دينا كيرا راس السنة حوبي زسونا على الحياة سوق صحينا Наши женщины, наверное, вложили в нее всю душу. Ну, конечно, без мамы я бы не смогла, будучи молодым человеком, очень тогда, 18-19 лет, подобрать так удачно репертуар себе и тематику выбрать ту, которая будет близка народу. Музыка Заремы Мальсаговой, слова Марем Ильяновой. Благодаря этим людям мы создали вот эту прекрасную песню. Я познакомилась с ними здесь, в Ингушетии. Они нам показали некоторые свои песни, и, конечно, мимо башни мы так и не смогли пройти. Ты человек совершенно другого поколения, да? Что тебе роднит с этой песней? Вот как ты сумела ее так исполнить? Ну, я не знаю, вот я читаю эти стихи и все время вспоминаю твою песню.
Ну, наверное, мне тоже где-то близко эта тоска по родине, потому что я росла в Узбекистане. Я тосковала по всему родному, там нет ни чеченцев, ни ингушей вообще. И даже любой намек на что-то родное мне казалось, это уже огромное счастье. Вы же, наверное, помните по моим первым интервью, какая я восторженная сижу от того, что я Приехала в наконец дома. Ингушетию, да. Поэтому эта песня была мне до боли родной. Эти слова о том, как мы тосковали, о том, как мы были высланы, о том, как мы страдали вдалеке от своей земли, это все мне очень близко. Может быть, не в той форме, что пришлось пережить уже нашим бабушкам, но тем не менее, я Пережившей очень людей и века, благородной была и могучей, покорившая камни рука. Мы холодные камни ласкали, грела чак изболевшую грудь, символ духа ингушская башня, маяком осветившая путь. Мы холодные камни ласкали, грела чак изболевшую грудь, символ духа ингушская башня, маяком осветившая путь. Не упала она, обезумев, не согнула свой каменный стан, только тихо стонала под ветром, когда гнали людей в Казахстан. А когда мы домой возвратились, словно нежная добрая мать собирала детей у подножья, чтобы горе свое рассказать. А когда мы домой возвратились, словно нежная добрая мать собирала детей у подножья, чтобы горе свое рассказать. Есть в далеком Бишкеке могилы, тяжко зябко в них всем матерям. Снизим чаще ингушская башня, поем песню бегущий ручей. Гонит ров нас по адскому кругу, сколько было их в нашей судьбе. Мы сердца свои в камни одели, уподобившись башне тебе. Гонит ров нас по адскому кругу, сколько было их в нашей судьбе. Мы сердца свои в камни одели, уподобившись башне тебе. Гонит ров нас по адскому кругу, сколько было их в нашей судьбе. Мы сердца свои в камни одели, уподобившись башне тебе. Вы знаете, я на каком-то этапе, еще, может быть, до замужества, пришла к тому, что музыка стала для меня не основной частью моей жизни. Музыка стала скорее как чем-то, что мне дано свыше, чему я профессионально обучена, но, тем не менее, пройденным этапом. И в какой-то момент я почувствовала в себе желание и силы, и, может быть, потенциал, даже если это звучит самонадеянно, для того, чтобы расти дальше, изучать политику, экономику, право. В общем-то, я развиваться начала уже в этом русле. Мне посчастливилось поступить в прошлом году в Академию права и управления. Я вот сдаю сессию, мне мои детки и мой супруг помогают в этом. Ну, никаких табу я не накладывала на свою творческую деятельность, естественно. Я, в общем-то, пришла к такому мнению, что музыка может занимать небольшую часть моей жизни. Я с удовольствием готова работать сегодня с молодежью нашей, заниматься, чему-то научить их, что я знаю, а возможно и самой чему-то у них научиться. В общем, я с удовольствием буду работать с нашими, творческой с нашей молодежью. Уже создан продюсерский центр, где Айна занимается с юными исполнителями. Она мечтает, чтобы в репертуаре каждого певца были песни, в основе которых была бы настоящая поэзия. В центре появились молодые люди. Она готова часами репетировать с ними. Ей приятно, когда они музыкальные, и понимать, что она от них требует. И Айна надеется, что откроет не одно дарование. Сегодня мы работаем, вот все это непосредственно сделано для нашей очень талантливой молодежи, в том числе для моей первой звездочки начинающей. Ученицы, да. Это очень серьезный шаг вперед.
в целом для нашей эстрадной культуры, музыки, потому что закуплено новейшее профессиональное оборудование, которое мы сами осваивали очень долго, так как, несмотря на то, что... Поэтому наша с вами встреча так затянулась. Затянулась, потому что мы хотели все как бы в лучшем виде предоставить зрителю нашему. Мы поняли, что нам еще много чему нужно научиться, прежде чем предоставить это общему вниманию. Сложилось так, что мы связались с московскими студиями, и онлайн на связи находимся постоянно с ними, они нас консультируют. Через помогают, интернет? Да, через интернет онлайн мы с ними связываемся и установили для себя планку, что наша запись, готовая фонограмма, уже должна звучать на уровне московских записей, не хуже. На девочку тяжело было не обратить внимания, я объясню почему, но помимо Милены у нас еще есть 5-6 проектов. Первая из них Милена, конечно. Девочка, конечно, помимо того, что она от природы одарена Богом, талантлива, плюс к этому прилагается очень важная черта, это сумасшедшее трудолюбие. Иногда смотрю на нее и вспоминаю себя в детстве, глазки горят, поет часами, у меня даже, я понимаю, что что-то свыше дает ей вот эти вот силы и желания столько трудиться. Естественно, патриотическая тематика проходит, наверное, практически в каждой песне, лирическая. И, конечно, мы стараемся записывать веселые песни, потому что, наверное, мы все уже устали от негатива, от плохого, от проблем. Мы хотим, чтобы наши люди, кроме наши дети особенно, которые растут, смотрят на нас, мы будем сами решать проблемы, а молодежь, детки должны подрастать с позитивным настроем, с радостью в глазах. Здесь у нас зал для репетиции, он отличается, как вы уже заметили, наверное, отсутствием звукоизоляции. Здесь создано все профессионально для того, чтобы вокалисту удобно было развиваться, вырабатывать размах. Мы учимся на классиках эстрадного жанра, на джазовых исполнителях, на Уитни Хьюстон, на Тони Брэкстон, на Марайи Керри. Вот сейчас у нас есть Рианна, появилась такая популярная зарубежная исполнительница. Это полезно с двух сторон. С одной стороны, мы укрепляем знания школьного английского языка, а с другой стороны, мы вокальную технику перенимаем мэтров мировых. Раз вы перед собой ставите такую планку, да, ну, я думаю, что вы будете расширяться, у вас больше будет учеников и возможностей больше. Безусловно, это, как мы уже подчеркнули, это только начало наше. Мы планируем расширяться и в количестве учеников, и расширять свои помещения. В общем-то, я очень надеюсь на то, что наш проект будет расти. Это будет настоящий, современный продюсерский центр. Жизнь непоследовательна. И слава Всевышнему, считает Айна. Мне кажется, что только вчера я была на сцене. Сегодня я стараюсь помочь выйти на сцену другим, талантливым, амбициозным, работоспособным. И жизнь покажет, что будет дальше. Понимаете, человек, который не умеет быть счастлив, не может помочь другому. А я, как певица, помогаю именно тем, кто напоминает человеку, счастье возможно. И как человек творческий, Айна реализует свои возможности в продюсерском центре. А время действительно покажет, что представит на суд зрителей певица Айна и ее ученики. Ладу была хазык суга, изер ширахи
Будика,